По сообщению информационного центра ведомства, актуальность снятия отпечатков пальцев законодатель объясняет тем, что создание единой базы учета граждан упростит их идентификацию. Это нужно как специализированным ведомствам, так и самим жителям региона. Гарантируется установление личности при порче или утрате документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных или железнодорожных катастрофах. Большое значение дактилоскопическая регистрация имеет для граждан, страдающих потерей памяти. Дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи, но многие отказываются добровольно сдавать отпечатки пальцев, аргументируя это тем, что они могут попасть в криминальную базу. Криминальная база – отдельная база, добровольная база – отдельная база. Добровольная база стоит в Уфе, и туда никто так просто зайти, посмотреть, проверить никак никто не имеет права. Это отдельная защита идет там, отдельная база. Боятся сибайцев не стоит? Нет, не стоит даже. Лучше в данное время я наоборот предлагал бы сдавать всем, ничего не надо бояться. В Сибае добровольную дактилоскопию за 2015 год прошел лишь один человек. В текущем году пока ни одного желающего. Для прохождения бесплатной процедуры добровольной дактилоскопической регистрации следует обратиться в территориальный орган внутренних дел по месту жительства, где будет оказана госуслуга. Для этого достаточно заполнить заявление соответствующего образца и с паспортом подойти к специалисту. Подать заявку можно и в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг. Дактилоскопирование проходит безкрасочно на аппарате. Аппарат живой сканер называется. Так что народ пускай не боится добровольного дактилоскопирования. Это сделано для вашей пользы. Так что приходите. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.